Но вот здесь, мы где с вами находимся, здесь будет располагаться зрительный зал. Вот здесь будет сцена, подиум такой, правда, по проектно-сметной документации. Здесь вот 49 мест, 46 будет для зрителей и 3 места будет подготовлено для людей с ограниченными возможностями. Наталья Дурнева, чиновница, курирующая эту стройку, проводит экскурсию по будущему социокультурному центру. В этом здании поселится Дом культуры и современная модульная библиотека. Уже возведен каркас строения. Готова площадка для пожарного резервуара. Почти закончены работы с кровлей. Общая площадь застройки 350 квадратных метров. 282 из них – полезная площадь, где и будет кипеть культурная жизнь Горьковской в ближайшие десятилетия, а то и века. Ведь строят подрядчики на совесть. Мечты жителей деревни становятся явью. Из-за ветхости строения еще в 90-х Дом культуры Горьковской перевели в здание бывшего магазина. Хотели как лучше, но получилось то, что получилось. Покосившийся пол, почерневшие от копоти печки и удобства на улице. Сельчанам было не до веселья. Здание было сложно отапливать, и посетителям приходилось согреваться разве что в танце. Но на этом переезды клуба не закончились. Чтобы предоставить храму культуры более человеческие условия, его вместе с библиотекой перевели через дорогу в здание детского сада и ФАПа. Временно. Ведь не каждому родителю по нраву такое соседство. В то же время было принято решение построить новый социокультурный центр. Проблемы, конечно, были с этим объектом, начиная с того, что как вот численность населения не достигала 500 человек. И также было при подготовке проектно-сметной документации. Необходимо было найти для начала финансирование из местного бюджета для подготовки проектно-сметной документации. Это и проведение изысканий 4 видов, и сам проект, подготовка проекта, и вынос электролинии. И вот такие на такой вид. То есть местный бюджет для подготовки проектно-сметной документации понес затраты где-то в районе 2,5 миллионов рублей. Надо сказать, что несмотря на небольшую численность деревни, чуть более 300 человек, население здесь очень активное и даже творческое. В клубе собирались различные кружки и мероприятия для детей и взрослых. Зрителей радовали 2 самодеятельных коллектива – «Сельчаночка» и «Рябинушка». Была и детская вокальная группа. Они и сейчас есть, но во временных помещениях не так поется. И детям, и молодежи без клуба ну никак. В деревне много молодых. Елена Александровна часто проводила дискотеки. А сейчас где танцевать? Вот они и хулиганят по округе. Социокультурный центр планируют открыть в декабре этого года. Возможно, Новый год сельчане будут отмечать уже здесь. Тем временем местная ребятня ждет еще одного новоселья, еще более для них значимого. Близится к завершению строительство школы в соседней Визинге, куда они ежедневно приезжают за новыми знаниями. По словам подрядчика, сдать объект они готовы к середине августа, к 1 сентября. Хотя нам хотелось бы, как заказчикам, немножко ускорить этот процесс и получить здание уже к 1 сентября, чтобы дети могли зайти на учебу. Так вы говорите, они хотят сдать к середине августа. Нам еще необходимо пройти процедуру лицензирования объекта, оформления документов. Это занимает тоже довольно большой период времени. По проекту в школе предусмотрено 3 спортивных зала. Актовый зал, медиатека, столовая. Своя котельная, которая работает на пеллетах. А классов, вернее кабинетов, сразу 36. Медицинский блок отдельно. Вот медпункт написано. Здесь 4 кабинета. Стоматолог, кабинет врача, прививочный кабинет, кабинет медсестры. Вообще, уже сегодня в новую школу можно водить экскурсии, показывать то, о чем сельская школа еще вчера даже не мечтала. Вот вроде бы обычный лифт. Но где вы в школах видели лифты? Любовь Денисова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сысольский район.